Ток-шоу с Сергеем Мокрушиным. Я еще раз напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. Учим его вместе. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому номеру в наш прямой эфир. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите нашего редактора, что вы не хотите называть себя. Если вы слышите нас на материковой части Украины, можете нам дозвониться по номеру 044 490 2905. Итак, информационный повод для нашего сегодняшнего разговора выглядит следующим образом. Выпуск газеты «Правда» от 10 мая 1945 года распространят по Крыму и соседней России ко Дню Победы. Такое предложение крымской общественницы поддержал президент России Владимир Путин. Идею высказала член Российской общественной палаты Крыма Инна Шишова. Она пришла на встречу с президентом соседней России с выпуском «Победной правды». На первой полосе этой газеты изображен Иосиф Сталин. В этом выпуске «Правды» закреплена и зафиксирована победа Советского Союза над нацистской Германией, так сказала общественница Инна Шишова. Идею распространить издание уже поддержали на полуострове, пишут средства массовой информации. По словам Шишовой, копии выпуска от 10 мая 1945 года подарят крымским ветеранам и их родным, сообщает издание ТАСС. Путин положительно оценил эту идею и сказал, постараемся ее реализовать пошире. Ну, вот это только один из фрагментов того явления, которое можно наблюдать в Крыму уже последние годы. В Крыму давно, можно так сказать, реанимируют культ Сталина. В 2015 году в Ливадии был открыт памятник участникам Ялтинской конференции, в том числе Иосифу Сталину. В Симферополе в том же году установили памятную доску Сталину. И вообще его портреты уже давно привычно, можно сказать, используются, особенно в дни празднования Победы во Второй мировой войне, как раз перед датами депортации крымских татар и представителей других национальностей с Крымского полуострова. Вот об этом явлении мы поговорим далее в нашем эфире. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться. 8 800 10 06 926. Начнем мы разговор с Эскендером Бариевым, главой Крымско-татарского ресурсного центра, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, доброе утро. Доброе утро. Ваша реакция на такую инициативу носить по домам крымчан газету с изображением Иосифа Сталина? Ну, какая это может быть с нашей стороны реакция? Однозначно, что это процесс победобесия Путина и, соответственно, всей власти российской, потому что они сегодня действительно пытаются восстановить культ Сталина. И таким образом они это делают не только с помощью газет и с помощью вот этой идеологии, они в том числе и в своих действиях делают. И то, что обнуление, скажем, президентства Путина и то, что они четко понимают, что в Крыму такое специфическое население, которое это в большинстве своем это потомки тех, кто, бывших коммунистических, скажем, лидеров, бывших КГБшников и так далее, для которых Сталин все-таки, они воспринимают Сталина как, скажем так, даже потомки, возможно, близких и соратников, и в том числе и ярых коммунистов. Если взять даже вот последний период, скажем, независимости Украины, то помните, что Крым, он часто был по голосованию именно красным, то есть больше поддерживал коммунистов на выборах, когда еще была не запрещена коммунистическая партия в Украине. Поэтому, с одной стороны, они пытаются дать посылы крымскому обществу, что и крымское общество в 2014 году, те, которые даже поддерживали аннексию Крыма, они больше ожидали именно вот восстановления Советского Союза в Крыму, а не, скажем,
России. И поэтому все эти процессы, все эти посылы, они, конечно же, это целенаправленная российская пропаганда, целенаправленная российская политика. Ну и, конечно же, это очень сильный удар по крымско-татарскому народу, потому что крымские татары именно от Сталина перенесли достаточно такую в своей судьбе трагическую дату, трагические процессы, когда крымские татары в результате депортации, которая была все-таки по инициативе Сталина, потеряли около 46% населения именно во время депортации, непосредственно и первые годы проживания в местах депортации. Поэтому здесь в свое время, когда мы со своей стороны делали все, чтобы не допустить восстановления там, или строительства, установки памятников Сталина. Сейчас, конечно же, российский оккупационный режим делает это целенаправленно и для того, чтобы как бы подавить, и для того, чтобы, ну, скажем, противодействовать позиции коренного народа Крыма. Вот об этих памятниках я хотел далее спросить. Ну, во-первых, да, можно ли спрогнозировать реакцию? Вы сказали о том, что в Крыму живет очень много не только тех, да, потомков, тех людей, которые какую-то выгоду получили от сталинской политики в Крыму, но и в Крыму живет очень много тех, кто стали жертвами сталинской политики, и их детей. И как эти люди реагируют на попытку реабилитировать личность Сталина, мы можем видеть по той же памятной доске, которая в 2015 году была установлена на здании Рескома КПУ. Она постоянно, да, то и краской обольют, то напишут слово «палач» и так далее. Можем ли мы как-то спрогнозировать поведение вот тех людей, чьи семьи пострадали от сталинской политики, да, я напомню, что это и несколько волн красного террора, которые были в Крыму, и депортация крымских татар и представителей других народов с территории Крымского полуострова. Вот как эти люди будут реагировать, когда им принесут газету с портретом Сталина? Ну, я думаю, что потомки вот тех людей, которые пострадали от сталинских репрессий, в первую очередь, конечно, это будет оскорбление. И я думаю, что, ну, как они поступят? Я думаю, может, в первую очередь они подобные газеты и подобные листовки, они просто выбросят в мусор. И я думаю, это будет первая молчаливая реакция этих людей. С другой стороны, конечно же, сама реакция на все вот эти вот процессы именно в виде каких-то публичных акций или публичного протеста, я пока сомневаюсь, что будет очень такая массовая реакция людей, которые пострадали от репрессий. Но при всем том, это, наверное, процесс, это нужно, наверное, пережить, и, наверное, нужно перезагрузиться к тому, чтобы в будущем продумать креативную реакцию, креативный ответ на все это. Но сейчас, конечно, мы видим все вот эти процессы победобесия, когда, скажем, власть российская пытается преподнести или присвоить полностью победу исключительно только к России и исключительно только к Сталину, и сделать культ из Сталина как культ победоносца, скажем так. Поэтому здесь нужно думать, нужно работать с нашим населением для того, чтобы придумать такой вот креативный ответ на все эти моменты. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нам звонят слушатели. Давайте послушаем, что скажут. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Алло, здравствуйте, это со мной говорите? Да, говорите. Здравствуйте. Хотелось бы сказать, что Сталин был, несомненно, человеком своего времени, и то, как он поступал в политике, в экономике, это был... Алло, не договорили, к сожалению. Да, не договорили. Ну ладно, понятно. Давайте еще один звонок послушаем. Доброе утро, вы в эфире говорите. Алло. Доброе утро, меня Владимир зовут. Вот такой... Алло, слышите меня, да? Да, слышим вас. У меня такой вопрос к эксперту.
Да, у меня такой вопрос к эксперту. Сейчас Украина принимает помощь от коммунистического Китая, где серп и молот, символы, запрещенные в Украине. Я считаю, что это недопустимо. В Китае почитают Сталина. Как можно помощь от коммунистической страны принимать? Это вообще какой-то зашквар, на мой взгляд. Если вы считаете, что законы Украины нарушаются, вы можете написать заявление в правоохранительные органы Украины, да? Но я сейчас передам слово Искандеру Бариеву, который с нами на связи. Искандер, вот что можно ответить на такие реплики? Ну, в первую очередь, реплика первого радиослушателя, который позвонил и пытался там оправдать, опять же, действия Сталина и сказать, что он там был своевременно. Дело в том, что я хочу напомнить, что во Второй мировой войне победил не Сталин, а победил народ. И как раз-таки Украина, она больше всего пострадала во Второй мировой войне, потому что основные боевые действия проходили именно на территории Украины, современного украинского государства. И те жертвы, те люди, которые погибли, и те люди, которые сражались на фронте, они как раз-таки были и, скажем, поэтому сама победа, не столько даже победа, а посыл для примирения в мире, потому что нужно учитывать роль и открытия Второго фронта, как в советской истории графии описывали, а в целом, когда мы говорим о роли Запада во всех этих процессах, конечно же, здесь нельзя говорить, что один Сталин там победил, или роль, понятно, что определенная роль Сталина есть в этом процессе, но делать из него культ и таким образом не видеть вторую сторону, когда Сталин просто уничтожал целые народы, и в том числе и депортировал и украинцев, и уничтожал украинцев. Но что касается коммунистического Китая, то, во-первых, коммунистический Китай и Советский Союз, и Сталин — это совершенно разные все-таки идеологии, и мы помним даже проблему и конфликта между коммунистическим Китаем и коммунистическим Советским Союзом. Что касается помощи со стороны Китая, то мы должны говорить о том, что насколько Китай мог бы поделиться с украинскими медиками, исходя из того опыта, который он уже приобрел в борьбе с коронавирусом. И сегодня в мире это одна из достаточно серьезных проблем. И, соответственно, коммуникация между людьми, между специалистами, между экспертами она должна быть для того, чтобы спасти своих людей, чтобы спасти людей в своей стране. И поэтому даже сама коммуникация с китайскими учеными, с китайскими медиками, она очень важна для того, чтобы мы не допустили в Украине распространения, я бы сказал, чумы 21 века. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Центральной темой нашей программы сегодня является попытка воскресить Сталина в Крыму, в том числе. Да? Мы уже говорили о том, что в 2015 году в Крыму появилось сразу несколько памятников Иосифу Сталину. Один из них — это композиция, установленная в честь участников Ялтинской конференции. Там также присутствует и фигура Сталина. Кроме того, я уже говорил о том, что в Симферополе установлена памятная табличка на здании Крымского рескома коммунистической партии. И до 2014 года в Крыму такого явления не было. Да, вот тот памятник, который я говорил, участникам Ялтинской конференции, его Зураб Церетели изготовил еще в 2005 году. Но вплоть до 2014-го не удавалось этот памятник поставить в Крыму по вполне очевидным причинам, потому что в Крыму живет очень много тех, кто пострадал от сталинской политики. Это как минимум. Вот в чем разница подходов, да, и вообще восприятия личности Сталина, да, как сейчас в России в современной эта личность воспринимается, мы поговорим с Андреем Шалаевым, редактором проекта «Бессмертный барак». Андрей, доброе утро.
Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, как сейчас в России, в современной, относятся к личности Иосифа Сталина. И, возможно, у вас есть ответ, почему после 2014 года, вот когда Россия фактически начала контролировать Крымский полуостров, там тоже начали появляться различные вот памятники, таблички, посвященные Иосифу Сталину. Ну, начнем с того, что все мы находимся сегодня на пороге 75-летия так называемой вот победы в Великой Отечественной войне. Мы выкидываем ее как бы из Второй мировой в Россию. Так получается, что мы не помним, что это победа. Она, в принципе, ограничивается в каких-то рамках Второй мировой войны. Вот. В целом общество разделено. Та волна, которая сейчас нарастает уже, наверное, где-то с декабря месяца, постоянно вот какие-то стенды появляются, новые памятники открываются, готовятся музеи. Все эта волна нарастает, и, видимо, к 9 мая мы вот подойдем с каким-то ошеломительным таким эффектом, как это было 5 лет назад, когда появился наш проект. Вот. Собственно, наш проект и появился на всей этой волне, когда вся эта истерия переросла во что-то немыслимое. Был захвачена такая инициатива, как «Бессмертный полк». Кремлем была она захвачена, и на сегодняшний день все так и остается. То есть, как бы, Путин возглавляет колонну, все это идет, в разных городах идет раздрай. Тут там появляются сообщения об установке памятников Сталину, тут открывается музей, здесь мы видим табличку, там еще что-то, здесь идет попирание каких-то основных моментов по теме репрессий, то есть все это бурлит, все это нарастает, и к 9 мая мы просто подойдем вот с чем-то невероятным. Перед тем, как принять звонок от нашего радиослушателя, еще один вопрос зайду, пока мы далеко от этого не отошли. Вы в рамках проекта «Бессмертный барак», кстати, могу пригласить радиослушателей наших тоже зайти, набрать в Гугле, найти этот сайт. Вы исследуете масштабы репрессий, да, в том числе и сталинской политики. Расскажите об объемах материала, которые вы уже успели исследовать. И для наших крымских слушателей, часто ли вам попадаются материалы о том, что происходило в Крыму, например? Ну, смотрите, мы сейчас составляем так называемую единую базу уже который год. Вот. Сегодня она насчитывает порядка 2 миллионов записей. Вот. Что касаемо Крыма... 2 миллиона записей, это, подождите, 2 миллиона человек, речь идет об этом, или больше гораздо? Это 2 миллиона записей, но там идут некоторые записи семьями, то есть мы сейчас как бы не можем конечную цифру назвать, потому что мы еще не все книги памяти отсканировали, перевели их в электронный вид, то есть здесь, конечно, не идет конечная цифра, здесь идет как бы разграничение по тому, сколько на сегодняшний день сделано работы. Вот. Что касаемо Крыма, это 9 томов книг памяти, которые есть, которые в себя включают информацию о 25 тысяч репрессированных, более 25 тысяч репрессированных в разные годы, начиная с 20-х, с красного террора, заканчивая до самого распада Советского Союза. Ну и как мы понимаем, то, что эти репрессии сегодня не заканчиваются, сегодня нарастает какая-то новая волна, которая приносит нам новый вид репрессий в какой-то новой форме. Да, давайте продолжим наш разговор после того, как послушаем наших радиослушателей, которые дозвонились к нам в эфир. 2 звонка у нас есть, да, давайте по очереди. Доброе утро, вы в эфире говорите. Смотрите, вопрос у меня такой. Просто в Ялте прошла конференция глав правительств формальных Британии, США и тогдашнего Советского Союза. Ну, это были Сталин, Рузвельт и Черчилль. Ну, допустим, там бы сидели, скажем, Керенский, Вудро Вильсон и Ллойд Джордж. Но им бы тоже поставили памятник. То есть это же не пропаганда коммунизма. Я сам не коммунист никогда не был. Это просто памятник историческому событию. Но историю ее никуда не денешь. Почему к этому так относиться? Вот там, типа, у него рога какие-то, да, коммунизм имел свои издержки, я это признаю. Но зачем вот из-за этого какой-то хайп? Скажите, вот по вашей же логике, да, вы с нами на связи еще, по вашей же логике, если на территории Крыма, например, существовал оккупационный режим нацистский, да, в годы Второй мировой войны, это же тоже историческое событие? Пропаганда коммунизма.
Да, это историческое событие. А деятелям этого режима стоит ставить памятники? Но видите, они не были главами правительства той страны, в которой мы в прошлом жили. Ну, они считали, вот, что это были. было как бы нелегально. Оставайтесь... Это было нелегально, они пришли с оружием. Я вас понял. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Может быть, вы захотите подискутировать с нашим экспертом. Напомню, что с нами на связи Андрей Шалаев, редактор проекта «Бессмертный барак». Что можно сказать по поводу памятника Сталину? Можно его расценивать как просто памятник историческому событию, а не человеку. Ну, учитывая, что там скульптура действительно групповая. Три. Рузвельт, Черчилль и Сталин. Ну, смотрите, Сергей, дело-то вообще не в памятниках и не в газетах, которые хотят 9 мая. Это все, понимаете, это все просто сам смысл в том, насколько мы хотим эту память помнить. Да? Мы, допустим, наш проект, он очень сотрудничает с Бессмертным полком, потому что у нас 5 миллионов военнопленных, потом поехали из лагерей Бухенвальда, поехали в лагеря ГУЛАГа. Да, и с теми ребятами, которые в Томске создали эту акцию «Бессмертный полк», мы с ними тоже должны общаться. Мы не можем как бы историю войны и историю репрессий ее выкинуть, понимаете? И дело здесь не в том, что вот там памятник или не памятник. Дело в самой памяти. И если сейчас на сегодняшний момент память о репрессиях сдавливают и зажимают, то память о победе – это единственный, видимо, шанс у Владимира Путина сегодня хотя бы что-то, какое-то достижение предоставить. И на сегодняшний день мы вот в такой ситуации, то что победа, вот мы ее используем для того, чтобы вот показать. Те же самые баннеры, которые в Томске появились, да, где там девочка стоит в пилотке, в военной форме, маленькая девочка с цветочками, и надпись там «Победа» и «Конституция». У нас все в кучу, и выдается это все вот в каком-то таком виде, в котором даже описать сложно, ну, обычными словами. Потому что, уже только одни матерные слова по этому поводу. Потому что, нельзя так относиться с историей. Угу. Давайте продолжим наш разговор. Еще один звоночек примем от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло. Здравствуйте, это меня слушаете? Да, вас слушаем, говорите. Алло. Опять же, хочется повториться, что Сталин был человеком своего времени, и он не мог поступить иначе, и все, что он делал в политике, было обусловлено только тем, что на Советский Союз было международное давление, с другой стороны... То есть ГУЛАГ — это следствие международного давления на Советский Союз? ГУЛАГ — это был единый, как сказать, организм. Скажите, а хотели бы вы оказаться внутри этого организма? Подождите, вы хотели бы оказаться внутри этого организма? Вы оправдываете сейчас существование ГУЛАГа? Нет, я не хотел, но мой родственник был, но другие мои родственники, в принципе, оправдывали Сталина. Угу. Ясно, спасибо. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в прямой эфир, выразить свою точку зрения. Напомню, что беседуем мы с Андреем Шалаевым, главным редактором проекта «Бессмертный барак». Андрей, вам слово. Наверное, вы часто внутри российского дискурса, информационного пространства слышите вот такую точку зрения. Да, мне приходится слышать такую точку зрения, но дело-то в том, что у нас нету как таковой структуры памяти именно о репрессиях. У нас нету музея. Тот музей, который есть, это такая фикция, которая нам показывает, как... она есть. И она показана не для нас, а для Запада. О том, что она у нас есть. Памятник, который открывается, да, о жертвах репрессий на Сахарова в Москве открыли единый памятник. Он не для нас показан. Там единственная фамилия на этом памятнике, которая есть, это Владимир Путин. И то есть эта вся память, она показывается для Запада, о том, что мы помним. А внутри страны мы ее не помним. У нас нету единой какой-то концепции по сохранению этой памяти, нету единого центра. То есть я не говорю о том, что это должен быть государственный центр. Нет, это ни в коем случае не должен быть государственный центр. Это должно быть, им должны заниматься люди, которые будут отчетны только перед собой, но и перед людьми. То есть перед теми... по факту, кто был репрессирован. А сегодня вот мы получаем, да, то есть такую ситуацию, в которой вот нет единой концепции
по памяти. И если уже брать, то есть мы всегда любим цифры говорить, вот там при Сталине столько репрессировано, при Хрущеве там столько, в красный террор столько, то здесь нужно брать каждого человека в отдельности. Ну, собственно, чем мы занимаемся мы, да, то есть наш проект — это одна история, одна жизнь, то есть об одном человеке рассказ какой-то, да, который помнят там родственники, либо по каким-то там другим источникам, документам собираем. То есть возьмем ту же самую Нину Грин, да, прототип «Из алых парусов» и «Бегущий по волнам». Вот. Ну, если Крым брать, да, она осталась с матерью во время оккупации в Крыму. И за это она получила свой срок и поехала в лагеря в Север. Только за то, что жила в зоне оккупации? Только за то, что осталась с больной матерью, решила не бросать ее во время войны. И получилось так, что после этого она получила срок. Благодарю вас. Мы же не можем это оправдать, правильно? Это не оправдывается. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Шилаев, главный редактор проекта «Бессмертный барак». У нас пишут вот в комментариях, требуют подтверждения тем словам, которые говорил Андрей Шилаев в нашем эфире. Но могу вас отправить за подтверждениями на проект «Бессмертный барак», на страницах которого вы найдете очень много документально подтвержденных фактов, которые касаются вот в том числе и сталинских репрессий. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. У нас есть еще один звонок от нашего радиослушателя. С радиослушателем мы пообщаемся перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим экспертом. Итак, доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло. Доброе утро. Вас постоянно, как говорится, слухать. Постоянный вас слухать этого вашего радио с первых дней. Я вам скажу, я родился при Сталине. Помню вот это, ну, как говорится, и детство было, все прочее. Ну, а как сейчас его прославляют и все. Мой отец был непосредственно лично знаком с ним. И рассказывал много чего. И вам я скажу, вот сейчас, а как же нам быть, когда сейчас была вот произведена оккупация Крыма? Кому будем памятники ставить, а? Как это производить, все прочее? И сейчас прославляют этого диктатора, да не дай бог. Благодарю вас за ваше мнение. 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир, выразить свою точку зрения относительно той темы, которую мы обсуждаем. Напомню, что центральной темой нашего текущего блока программы является попытка воскресить Сталина, реанимировать личность Сталина в Крыму и в соседней России, под чьим контролем в данный момент находится Крымский полуостров. Далее мы продолжим разговор с Максимом Майоровым, сотрудником Института национальной памяти. Максим, доброе утро. Доброго ранку. Несколько слов о том, как сегодня на свободной территории Украины воспринимается личность Иосифа Сталина и почему мы видим, что на тех территориях украинских, которые находятся под прямым контролем России, сейчас Сталина пытаются реабілітувати. Ну, як відомо, в Україні діє з 2015 року декомунізаційне законодавство, тому як Сталін, так і інші, власне, фігури комуністичної партії, репрезентанти комуністичного режиму, люди, які причетні до встановлення комуністичної влади, вони, власне, прославляння їхніх імен у символіці, в топоніміці, в назвах в Україні є законодавчо забороненим. Тобто йдеться лише не тільки про Сталіна, йдеться, власне, загалом про діяльність правлячої комуністичної партії Радянського Союзу, зокрема на території України. Що стосується Сталіна, теж це не є там таємницею. Відомо, що навіть в самому Радянському Союзі відбулася десталінізація ще після 20-го з'їзду в 1956 році. Тоді, власне, самі комуністичні бонди, наступники Сталіна, вони визнали, що були там, власне, там і перегіни, і, власне, частково засудили сталінський режим. Тоді ж, власне, почали зникати пам'ятники Сталіну в Радянському Союзі, їх почали демонтовувати, почали зникати населені пункти, названі на честь Сталіна, мається на увазі і назви цих населених пунктів. Зокрема, ми знаємо, що в Україні цілий обласний центр Донецьк, так, сучасний Донецьк, він
тоді носив ім'я Сталіна. Здається, в 1960 році він був перейменований на Донецьк. Тобто, в принципі, зараз уже в процесі реалізації документаційного законодавства Український інститут національної пам'яті, інші органи державної влади, які виконують це законодавство, вони рідко стикаються з якимись залишками, рудиментами прославляння Сталіна, от, власне, на материковій частині України, так? Тобто, подекуди все-таки таким трапляються нам екземпляри, так? Наприклад, от на Чернігівщині, там, на водонапірній башті, от з тих часів ще давніх, там, недемонтований портрет Сталіна, тобто це була така проблема у нас. Але загалом вулиць Сталіна, якихось пам'ятників Сталіна на материковій Україні вже не було, так? І ми сподіваємося, що, в принципі, до цього ніхто повертатися не буде. Інша ситуація нами проглядається на окупованих територіях, і тут мова не лише про територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, тобто варто згадати також і окуповані Росією території Донецької і Луганської областей. Там якраз ми бачимо таке от поєднання з одного боку такої партійної ініціативи російської, ну, комуністичної партії Російської Федерації. Це можна назвати таким недержавним актом, такою, можна сказати, партійною, низовою активністю. От вони от масово складають петиції про створення пам'ятників Сталіну. От, зокрема, от вони там хотіли в Севастополі відновлювати пам'ятник Сталіна, який на вокзалі стояв. З іншого боку, ми бачимо таку обережну саме державну політику самої Російської Федерації з реабілітації ім'я Сталіна, з, ну, власне, повернення його в пантеон російських національних героїв Росії під тим чи іншим соусом. Тобто, в принципі, це все відбувається. Ну, відбувається воно, звичайно, так досить обережно. Тобто, от, навіть якщо ми говоримо от про пам'ятники, так, Сталіну, для того, щоб зробити пам'ятник Сталіну, черговий от в Росії, ну, от його вплітають в якийсь певний контекст, так. Наприклад, якщо ми говоримо там про саму Москву, так, от теж з'явилися уже після 91-го року кілька пам'ятників Сталіну. От, наприклад, один пам'ятник Сталіну, бюсті, він там якраз в комплексі музею Великої Вітчизняної війни на Поклонській горі. Там він, ну, от, представлений серед інших пам'ятників, от Сталін як командувач Червоної армії, так. Якщо ми говоримо, наприклад, там про алею вождів в тій самій Москві, ну, от Сталін як один з лідерів російської держави, тобто якою був Радянський Союз, СРСР, от Сталін теж там представлений. Ну і приблизно в такому вигляді у Криму вирішили Сталіна, власне, відновити, ну, не відновити, а створити, меморіалізувати Сталіна. Тут уже Сталін постає як дипломат, так, Сталін дипломат серед представників, серед лідерів Великої Трійки разом з Черчиллем і Рузвельтом, от в Ялті, пам'ятник, який був створений в 15-му році, теж от ніби присвячений ніби не персонально Сталіну, а Сталіну от як людині, яка там відіграла певну визначну роль якраз в регулюванні ситуації там наприкінці Другої світової війни, так. От, таким чином, от таке обережне просування постаті Сталіна відбувається, і мені здається, що чим далі, тим більше от путінський режим сучасний, він якимось чином там морально, якось так себе ідейно ототожнює зі сталінським режимом, і цей процес він буде набирати обертів. Тобто ми бачимо багато схожих якихось таких от рис або якоїсь мімікрії під Сталіна. От Сталін ефективний менеджер, і отут ми бачимо, що там цю роль на себе приміряє президент Російської Федерації. Тобто вже, в принципі, наблизився термін повноважень, так, ну або так краще сказати, термін перебування при владі Владимира Путіна в Росії. Уже він, в принципі, наближився до якихось сталінських показників. Тобто бачимо, ну, скажімо так, низку інших таких от подібних рис. Ну, наприклад, от теж чим можна порівняти там Сталіна і Путіна. От якраз Сталін був останнім правителем Радянського Союзу, при якому Радянський Союз розширював території, так? Вже наступники, вони фактично трималися тих територій, які, ну, останні прирочені були при Сталіні. І тут ми бачимо Путін, от він теж анексував Криму України, теж от така от певна подібність. Ну, якась така от, знову-таки, така от хитра якась така позиція, якась відіюватість, от, наприклад, там, така певна байдужість до посад, коли там посади змінюються, якісь такі
формальні виверти. Ну, наприклад, ми бачили те, що от Путін там міг в певний час свого правління там поступитися президентським кріслом, не поступаючись владою. Зараз, в принципі, певні якісь там такі хитрощі з російською конституцією теж. Ну і тут ми теж можемо повернутися до прикладу Сталіна. Ми можемо побачити, що Сталін теж, власне, на момент його смерті він навіть не займав найвищої формальної посади в системі влади Радянського Союзу, оскільки такою посадою, власне, була посада голови президії Верховної Ради СРСР. Тобто, нагадаємо, тоді її займав такий діяч, як Микола Шверник, якого зараз навряд чи взагалі хто-небудь згадає, хто це такий, що це за людина. Але це людина, яка от формально займала найвищу державну посаду СРСР. Хоча ми знаємо, що фактично країною правив Сталін, який тоді поєднував функції, ну так би мовити, прем'єра Радянського Союзу, голови Ради міністрів і посаду, ну, власне, голови комуністичної партії. Тобто є маса таких от подібностей. Чи це свідомо, власне, якась мімікрія, чи це так, власне, виходить ненавмисно, але ми бачимо, що така от спорідненість сучасного путінського режиму зі сталінським, вона збільшується, і ми можемо очікувати, що надалі в Росії процес реабілітації після Сталіна він буде набирати обертів от саме на офіційному рівні. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Максим Майоров, сотрудник Института национальной памяти. И в продолжение, говоря о тех множестве должностей разных и ролей, которые занимал Иосиф Сталин, я бы хотел процитировать публикацию «Крымской правды». Это газета, которая постоянно делает публикации о Сталине, тем более в дни его рождения. И вот из одной такой публикации есть цитата. «1953 год стал последним в жизни Иосифа Сталина, а крымчане в последний раз выбрали его в облсовет. Выборы проходили 22 февраля, за месяц до этого в различных регионах лидера страны выдвигали кандидатом в депутаты. К примеру, сделали это единодушно на общем собрании рабочих, инженерно-технических работников и служащих Симферопольского водохранилища. С предложением выступил передовой бульдозерист Матвей Лысов и на Феодосийской колонии номер 83, где с предложением выступил шофер товарищ Фетисов». Далее говорится о том, что кандидатов блока, вот там, где был Иосиф Сталин, выбрали 99,81% от проголосовавших. Но это было 22 февраля, а через 2 недели Иосиф Сталин умер. Вот такая история. Говорили мы о том, как сегодня в Крыму пытаются реабилитировать личность Сталина, как это пытаются сделать в соседней России, под чьим контролем фактически находится Крымский полуостров. Свои соображения, свои мнения на этот счет можете присылать к нам в редакцию. Все редакционные контакты есть на сайте Крым Реалии. Также на сайте Крым Реалии вам доступна форма обратной связи. Я также напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можно к нам звонить в прямой эфир. Также можно оставлять свои комментарии под нашей трансляцией на канале YouTube. Мы продолжим через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. К нашей виртуальной студии присоединяется мой коллега Андрей Гевко. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Итак, поговорим мы в дальнейшем об артистах и спортсменах на карантине. С начала эпидемии коронавируса в Италии карантин породил много интересных инициатив. Среди самых ярких – пение национального гимна и знаменитых песен по всей Италии. Каждый вечер в 18 часов на балконе собственного дома. Итальянские музыканты устраивают мини-концерты в прямых трансляциях по Фейсбуку. Среди уже спевших для своих фанатов Джанна Нанини, Андреа Бочелли и Тициано Ферро. Сыграл в стриминге даже камерный оркестр Перуджи. И вот я предлагаю послушать фрагмент из концерта Андреа Бочелли из его собственного дома.
Пример итальянцев вдохновил мировых звезд. Ну вот даже я не далее, как на минувших выходных, я в онлайне слушал концерт Нино Катамадзе, например. И вот далее. Голливудская актриса Галь Гадот поделилась видео, в котором она и многие другие знаменитости исполняют песню Джона Леннона «Imagine». Актриса выложила ролик в Инстаграм и написала следующее, я процитирую. «Привет, ребята, 6-й день в карантине. Последние несколько дней заставили меня задуматься о вирусе. Он заразил весь мир. Каждого, неважно, кто ты и откуда, это касается нас всех. Я тут видела видео, где итальянец играет на трубе на балконе для людей, которые заперты дома из-за коронавируса. Он играл песню «Imagine». Это было так круто, так чисто», сказала актриса в начале видео. После этого она напела первые слова песни, а остальную часть исполнили другие известные актеры и музыканты. Фрагменты с поющими знаменитостями были добавлены при монтаже, так как все находятся у себя дома на изоляции. И вот Гадот присоединились Джеймс Марсден, Натали Портман, Эми Адамс, Педро Паскаль, Уилл Фаррелл, Марк Руффало, Кара Делевинь. Также на видео можно увидеть поющих Зои Кравиц, Кристин Уиг и Сия, комика Джимми Фэллона и других артистов. Ну давайте послушаем. Imagine there's no heaven, easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people Living for today. Yeah. Захотелось продолжить, но нет, будем декламировать. Итак, известная голливудская актриса Натали Портман на карантине готовит винегрет и удивляет поклонников забавными фактами. Далее цитата. «В моем первом фильме «Леоне» гример не хотела делать мне настоящий макияж, ведь мне было всего 11 лет. Поэтому она использовала свекольный сок в качестве помады и румян». В комментариях актрисе посоветовали посмотреть сказку «Морозко». Там был использован тот же прием, судя по всему. Да, вероятно, мы бы с удовольствием услышали комментарий от автора фильма «Морозко». Но, тем не менее, британский певец Робби Уильямс устроил корона-караоке и песню «Sweet Caroline», разбив ее своими комментариями про мытье рук. touching hands with gloves on, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good, so good, so good, so good. Итак, это был вокал Робби Уильямса во время мытья рук, я так понимаю, да? А вот певец Джон Ледженд присоединился к флешмобу и призвал исполнителей Мигеля и Чарли Пута также принять в нем участие. Он исполнил песни, о которых его попросили фанаты в социальных сетях. Давайте послушаем. All right, I see you. As promised, I am pantsless. I have a robe on and no pants. It's good turn your joy and laughter to tears and pain. You know that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Ну, не могли не присоединиться к флешмобу, да, и украинские артисты, и среди них певица Джамала. Онлайн-концерт Джамалы запланирован на 24 марта на 19:00, такая вот своеобразная анонс-реклама. А пока Джамала разогревается кавер-версиями, и начала она с песни никого иного, как Билли Айлиш, к новому фильму о Джеймсе Бонде. Давайте послушаем Джамалу. But I saw you there, too much to bear. Where my life, but life is far away from fair.
Ну вот так выглядят известные артисты и певцы, и спортсмены на карантине. Возвращаемся к новости о коронавирусе. На сайте Крым Реалии вот последние новости. Власти Крыма насчитали 37 человек, контактировавших с первым больным. Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что всего в Крыму выявлено 37 человек, которые контактировали с жителем Крыма, у которого подтвердился диагноз коронавирус. Из них 5 близкие родственники. Все они изолированы в медучреждениях или на дому, пишет Интерфакс. Понятно, что завоза еще будет, мы должны быть к этому готовы. После сообщения оперативного штаба была обрушена горячая линия, звонили люди, которые приехали 5-7 дней назад и сообщали о прибытии. То есть мы понимаем, что эта информация изначально была сокрыта, отметила Наталья Пеньковская. Ну а подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло почти 340 тысяч. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса. Ну и вот мы хотим напомнить одну вещь о том, что просят людей оставаться на карантине. Не все прислушиваются к этому мнению. Многие пишут о том, что люди в теплое время выходили на пикник. Не забывайте, или посмотрите сюжеты из Италии, где вот до начала такой массового заражения также были скептические настроения по поводу коронавируса. Не стоит паниковать, однако если у вас есть возможность самоизолироваться и работать из дома, лучше оставайтесь работать из дома. Также напомним, что все исчерпывающие рекомендации о том, как себя вести в нынешней ситуации, есть на сайте Всемирной организации здравоохранения, а вся свежая, наиболее точная и подтвержденная информация, в том числе и о распространении нового типа коронавируса в Крыму, доступна на сайте Крым Реалии. Читайте сайт Крым Реалии, слушайте радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Пока!